Фильм есть, как же он называется? Ой, там про девочку, забыла. Там она тоже, вот эти все, маленькая девочка, и любой негативный момент, она все время в позитивный. Допустим, ногу сломал человек, она говорит, хорошо, что ты две сломала, одну. Да. Вот типа вот Наташа, Мужик лежал, известное произведение. мужик такой лежал, такой, да, блин, хорошо, что, говорит, я не многоножка. Так бы все Он все переломал. Поляна, Поляна. да. Эта книжка, я ее читала, у меня аж слезы на глазах. Она реально Поляна. Да, это известное произведение английского писателя. Так как я люблю Последние 200 лет это одна из популярных книжек. Как раз вот про... Да, такая добрая, простая. Книжку я не читала, но я фильм посмотрела. Такой добрый, простой, Фильм посмотреть. классный. Хорошо, что, говорит, я не многоножка. А у Наташи очень высокий уровень иск. Вся картинка покрывается какой-то такой пеленой, то есть краски пропадают. Это нормально? Что Нормально. Я испугалась, замучить сознание. Такое. Просто вот реально картина такая, вот класс такая. Да. Фиксированное восприятие исчезает, да. Пелена. Бывает такое, ничего страшного, просто ты теряешь четкость восприятия, теряешь фиксацию вот эту жесткую. И да, проваливаешься в такое, можно сказать, на грани сна состояние. Это нормально. Самое главное в этом не то, что это теряется или появляется, а вот этот страх. Потому что вот это основное, что мешает, если есть желание двигаться дальше, это мешает дальше двигаться. У меня не страх, у меня был разум, который говорил... Ты сама сказала только что у тебя был страх. Не страх, я это слово не говорила, это было Как сопротивление. это? Еще обманывай, ты посмотри. Сопротивление. Нет, У меня разум, нет. Страх это когда ты не можешь эмоции. Ты сказал, что ты упадешь. Да. Я поняла, что я упаду. А опасение, что потерять сознание, но это не страх. а что это? Это страх. Предвижу события. Это страх. Если бы страх был, я остановилась. А что это, любовь? Когда страшно, меня я останавливаюсь. Давай так. Это страх. Тебе надо на пол. Если нет любви, значит это страх. Вот есть две полярности. Из них произрастают все остальные мелкошишовые серенькие состояния. Дискомфорт, не нравится. Это страх, это не любовь. Чувство радости, восторженности, приятия, это можно отнести больше к любви. Вот очень просто определить, себе вопрос задаешь. Есть ли любовь, открытость, доверие, принятие, значит это ближе к любви. Если отторжение, не хочу, дискомфорт, а вдруг я сейчас что, это страх, он даже скукоживает тебя внутри. Не замечала, когда это возникает, даже внутри напряжение появляется, такое, жесткость такая появляется. Это страх. Страх смерти, самый основной, к нему цепляются все остальные мелкие страхи. Дискомфорт, желание комфорта, желание еще чего-то. И вот это самое главное в практике. Потому что ты будешь с ним сталкиваться, если ты исследуешь, если тебе интересна эта тема, ты к нему столкнешься прям лицом к лицу. Страх потери всего. Потери формы, личности, а с ней связано все, что ты имеешь. Потому что ты привык себя считать личностью и формой. А это такие мелкие такие звоночки туда. Куда посмотреть? Типа сейчас исчезнет, и что будет? Ну окей, исчезнет. А что будет-то? Ну исчезнет из восприятия этот мир. Ну пускай исчезает. Ну пусть исчезает. Что случится? Страшно, да? Ты не можешь потерять себя. Тело может потерять. Страшно неизвестность. Как Да, неизвестность. И будет ли болезненно. Вот. Болью боюсь. Не испытывали в этом воплощении этого. Неизвестность. Точно. Страх неизвестности. Но дело заснуть и не проснуться. Есть еще так, хорошо. Самая, как тебе сказать, легкая смерть, это во сне. Ее заслужить можно. Я слышала. Не совсем, я бы сказала, ну легкая в том плане, что ты без боли умираешь, да, что ты не мучаешься, Нет да. осознания, что вот оно сейчас. Но если ты умираешь не в осознавании, это ничего хорошего. Ты засыпаешь, и твое сознание, если оно также отождествлено с формой, с телом, и дальше на него там целый ворох эмоций, мыслей, вокруг тела все мое, целый блок. И
смысл, ну, умер ты, да, ты не страдал вроде как. А там происходит уже тот же самый процесс отождествления, и снова ты опять в какую-то форму ныряешь. Вот. Самая хорошая смерть – это смерть в осознанности. Ну, это Осознанность. Да. Шел, упал. Достоевского почитайте. Но это осознанность. Человека приговорили к смертной казни, и он знает, что вот сейчас вот вешают всех, и его в том числе. И он смотрит на этот мир, на эти колокола, на солнечный свет, и он понимает, что это сейчас все уйдет, и у него просто вот это вот ощущение, что ты это все теряешь, и сейчас придет смерть. Это не та Она осознанность. высасывает из себя все силы. Это не та осознанность. Это, можно сказать, да, в какой-то степени осознанность, что ты знаешь, что сейчас произойдет, да, но кто знающий? Знающий тот, кто знает себя как это тело и привязан к этому миру. Это неведение, это не осознанность. Про ту осознанность, про которую говорю я, это осознанность знания себя вне этого тела, что с тобой ничего произойти не может, ты не есть это тело. Ну, пускай оно уходит. Ты в принятии, спокойствии, даже с радостью на смерть смотришь. Ну, хорошо, а как же боль? Это же Боль? болезненно? Ну, болезненно. В смысле боли что? Телесная боль? Да, ты же... Ну, после боли потом... Именно физическая Если ты боль в или осознанном какая? состоянии уходишь, то через какую-то боль проходишь. Либо там тебе пулю в лоб, либо вешают тебя. Ну, боль есть боль, ты ее также наблюдаешь, как и наблюдали, наблюдаешь все остальное. Как мы сегодня. Знает. Ты даже и без боли. Как мы сегодня учились наблюдать, вот мы сегодня пытались наблюдать, да, все, что мы делали, дыхание, потом разные вещи, там, когда мы расслаблялись, потом звук, потом что-то еще, то есть мы пытались вот эту вот осознанность как бы немножечко поймать и включить механизм наблюдения, вот. Этот механизм наблюдения, он постепенно разрастается, и у тебя должна стереться разница, потому что пока себя чувствуешь человеком, а обычно человек себя отождествляет только с бодрствующим сознанием. Представляешь, как примитивно. А еще куча состояний есть. Сон со сновидением, без сновидений, как минимум. А у человека обычно вот я бодрствующий, вот эти 8 часов в суток. Все. И пока оно присутствует здесь, да, отождествление с телом. И есть разница. Типа боль это плохо, не хочу, вот это приятное, нравится. А мы учимся наблюдать все. Все, боль тоже наблюдаешь. Любые эмоции, любые ощущения наблюдаешь. И постепенно у тебя внимание чище и чище, можно так сказать, становится. Хотя внимание, оно априори, оно уже чисто. Само по себе внимание – это чистый элемент. Да? Но мы как бы учимся его очищать от привязанности, от этих вот «хочу», «не хочу», «плохо» и «хорошо». И когда возникает боль, ты также способна будешь ее наблюдать, как ты наблюдала звук, как ты наблюдала дыхание. Она не будет тебя выбрасывать в оценку, это плохо, там какое-то такое сопротивление, да. И также наблюдаешь его, как и все остальное. А я меняла позицию. А можно было? Она просто сказала, сидите как камень. Молодец, молодец. Я решила сама. И не это... Нет, смотри так. Если ты боишься, и у тебя там какие-то травмы, что-то сильно жутко больно, может, конечно, говорят, поменяй. Если дискомфорт, сиди. Но, да, сиди. Оно вот так было больно, но когда уделяешь внимание, ты эту боль чувствуешь. Когда внимание уходит в другое, оно почему-то, ты, ну, как бы есть оно. Но не так. Но оно почему-то тебя не поглощает твое внимание. Там. Как бы есть и есть, да? И когда ты возвращаешься, Нет такого. ты почему-то понимаешь, что у тебя было затекшее, а сейчас оно не затекшее. Вот, видишь, ты поймала этот момент. Видишь, как момент интересный? Как внимание, куда ты его направляешь, ты, грубо говоря, тем и становишься. Если ты направляешь на боль, но ты начинаешь как бы ее описывать, эту боль, как боль, да, ты начинаешь, что все тебе больно. А если ты просто созерцаешь, смотришь безоценочно, есть что-то, ты не говоришь, что это боль, поначалу хотя бы. Ты просто наблюдаешь ощущения. Вот как она поймала момент, что и даже есть такое чувство, что ощущение как будто меняется. Да. Но мы не для того это делаем, чтобы как бы как цель, типа, чтобы ощущение изменить, потому что тут ошибка, когда человек начинает это делать для того, чтобы избавиться от ощущений, все, это не в ту сторону. Побочный эффект, да, такой возникает, что действительно какие-то вещи, они как будто становятся меньше, а некоторые вообще растворяются, то есть появляется такая штука. Но это не об этом, да, она появляется,
способность растворять мелкие эмоции, мелкие мысли или покрупнее эмоции, покрупнее состояния, быстрее из них выходить. Если наблюдать, когда мы чувствуем какую-то даже физическую боль, когда мы начинаем в этой боли мысленно крутиться, начинаем описывать, я чувствую, как бы больно так, и носимся с ней как со списанной торбой, она еще больше протягивается. То есть ты день за днем, как будто ты его еще больше мыслями вытягиваешь. Но как только ты мысли оттуда забираешь, внимание забираешь, возникает такое ощущение, что она короче становится. Вроде как бы что-то есть, но как-то в то же время и не так уже и страшно, а где-то даже исчезает. То же самое, когда вот уже на сотом, когда вот дыхание мы должны остановить, да, я просто чувствую, вот нормально, а потом вот чувствую, что оно как будто хочется вдохнуть, и я опять убираю свое как бы внимание, и оно вообще уходит. Даже ощущение уходит. Да, ощущение да. Вот, чего-то такого. Остановиться, то есть вдохнуть, она ушла, и ты восстанавливаешься, и ты можешь даже, я, может, даже могла бы и дольше там. Посидеть, да? Да, такой есть момент. Очень хорошее наблюдение. Мы сейчас описываем все, я просто бегаю каждое утро, и разные дистанции, надо 3 километра, надо 10. И вот очень похожее происходит, когда вот ты бежишь. Сначала тяжело, но когда бежишь без музыки, без собеседника, вот сам с собой бежишь, ты знаешь, что тебе нужно пробежать. И ты бежишь и входишь в процесс. И тебе становится легче, ты не чувствуешь, что ты вообще бежишь. Ты как будто вот... Да, ты сливаешься. Все правильно? Да, и все, и у тебя мысли растворяются, даже если какие-то они там были роем. И ты вот в таком состоянии находишься, когда ты вот просто вот в движении. Ты становишься этим процессом. Это и есть как бы такая особая, как бы как медитация, медитативное состояние, когда ты погружаешься в этот процесс внутри, без описаний. Вот это вот и задача йоги сделать все, как бы превратить жизнь, вот весь такой процесс медитативный, созерцательный, все, что бы ты ни делала, любые вещи, как ты просыпаешься, как ты засыпаешь, посуду моешь, посуду не моешь, полы моешь, там дома что-то делаешь, с детьми общаешься, там вот все это что угодно. состояние, оно имеет название, ученые тоже ковыряются во всем этом, оно называется альфа. Возможно, есть название, да, название... Оно почти трансовое. Куча. Это, да, и в йоге есть состояние сахаджа самадхи. Это сахаджа естественное состояние, оно самое драгоценное. Многие считают, что это, как бы есть поинтереснее состояние, но вот это самое драгоценное, потому что оно объединяет все состояния. Есть, да, действительно глубокие состояния самадхи, это прям глубокие такое погружение в медитативное состояние, когда ты закрыл глаза, изолировал органы чувств и прям идешь в глубину, да. Но когда ты возвращаешься из этих состояний, у тебя все твои отождествления, привязки на старом месте, да, и ты встречаешься снова с тех, кого ты породил умом. Но вот это состояние, естественное состояние, или сахаджа, состояние, которое, оно постепенно должно объять все состояния бодрствования, сон со сновидениями, сон без сновидений. Вот тогда у тебя получается вот то, о чем говорят многие просветления, пробуждение. Ты пробуждаешь свою природу, да. Это навык. Конечно, все есть навык. Потому что мы приобрели навык отождествления с детства. Вот так нас говорили нам, ты Лена, ты Федя, а еще у тебя должно быть то, ты должен быть такой, все, и ты запомнил это. Сейчас мы просто обратный процесс. Как здесь слово «видеть» есть «развидеть». Развидеть обратно. Ты как бы оно и есть по факту, ты ничего к себе не добавляешь на самом деле. Ты ничего себя никак не украшаешь. Просто ты как бы, да, как вспоминаешь, ты как просто убираешь лишнюю шелуху, это как вот тело в одежде и тело без одежды. Оно же тело ничего не поменялось от того, что на него одежду одел или снял. Тело есть тело, ну, на таком, если уровне восприятия. Образ? Ну да. Девушка чего? Одеть в тряпье или одеть ее в королевское платье? Образ меняется. Ну, если так смотреть, то да, я говорю именно чисто как тело. Вот само по себе, оно внутри одежды и без одежды, оно одно и то же. Ну да. Как бы так. Вот и ты, как чистая природа, она и есть всегда просветлена,
сама в себе, целостна. Но чтобы это увидеть, Вот мы должны научиться вот мы распознавать такие, увидеть, вот, видеть. снять всю эту одежду и просто увидеть, что это есть такое. То есть это не добавление к себе каких-то качеств. Нет, ты ничего не приобретаешь. Ты наоборот можешь как личность много чего потерять. Потому что уходит отождествление, уходят привязки. Ты видишь эти ложные привязки, которыми ты цеплял. Социальный статус уже не имеет Да, значения. да, перестает иметь значение достигательства в социуме. Правильно. Но если это происходит естественно, тогда для тебя это прекрасно. Если этот человек пытается как-то сделать насильно, тогда здесь говорят, что ты все теряешь, и это для тебя плохо. Но для кого плохо? Для того, кто еще не готов к этому. У кого еще этот интерес есть. Когда у тебя естественно этот интерес исчезает, ты просто очищаешь себя, раскрываешься, тогда у тебя не возникает вот этого как бы описательного такого, что я что-то там теряю. Так. Нет, все естественно. Через какие практики Просто снимаешь. можно дойти до распознавания? Практика медитации. Без медитации однозначно это не сделаешь, потому что медитация, глубокая медитация дает тебе познание вот этого чистого без тела. Вот сегодня, если мы пробовали делать что-то, все равно еще присутствовало восприятие тела, так или иначе оно было. Так или иначе мы его ощущали, мысль об этом присутствовала. Но есть такие состояния, где и мысли об этом нет, и ты есть оно. То есть не восприятие тела, не восприятие мира, ты чистое само в себе. Разные есть проявления этого. Есть там самый тонкий уровень, это уровень светоносности, уровень света. То есть изучать себя во всех состояниях. Наблюдение за умом, потому что ум – это источник сансары. Вот мы сегодня начали разговаривать в самом начале, да, когда мы с терминами, да, возник вопрос. Я думаю, что это так, а это не так. Вот здесь вот начинается вот эта вот сансара, когда мы… Игра, да. Когда мы внутри, вот у нас есть собственный мир, да, мы его как-то воспринимаем, кто-то воспринимает по-другому, в каждом термине заложено что-то собственное, начинается вот это вот… То есть вот это ворует энергию. Вот это жрет энергию, постоянная вот эта вот описательность, описательный механизм того, что как я вижу, что я вижу. Тут же сразу и привязки возникают. Это же я, это же мое. А если кто-то тебе сказал не так, нет, ты дурак, я лучше, нет, ты неправильно говоришь, и все. И пошло-поехало, да. Наблюдение за умом, видение его игры, как вот эти механизмы причинно-следственные строятся в уме, да, идеи как возникают, есть ли вообще суть в этих идеях, сущностность, то есть какая-то сущностная суть, есть ли она, существует ли она. Ты увидишь, что ум играет просто с пустотой, пустота с пустотой, пустота с пустотой. Ничего, там нет опоры, ни на что опереться. Нам все время кажется, что мы можем опереться на что-то. Но то, на что мы опираемся, оно тоже создано из пустоты. Когда мы начинаем туда смотреть, а это как вот я создал, тоже смотришь никак, а это никак, как. Никак, а это никак, как. И у тебя постепенно так вот чище ум становится. Исследуешь этот механизм. Везде, всегда, как только ты об этом помнишь, как только ты об этом вспомнил, смотри. Увидишь, как играет мысль тонко, как хитрит мысль, как она обманывает сама себя. Причем самое прикольное, что тут же даже во внешнем мире как бы есть такие, как эти события, которые показывают тебе, тут же указывают, что ты сам себе врешь. Если когда-нибудь такие вещи замечали, и возникает сразу такой момент, от кого, собственно, я прячу здесь, кроме меня никого нету. Вот будет такое, не знаю, может было, да, часто бывают у людей такие вещи, когда ты вроде что-то подумал или как-то подумал, а тут хоба тебе, и как будто другой человек что-то вот на это указывает каким-то образом. Ну, сейчас не говорю конкретный пример. Или бывает соврал сам себе, такой там мысли что-то там закрутились, раз тебе собеседник каким-то таким интересным образом, сам того не зная, раз и как-то тоненько тебе указывает. И ты такой, как, что, откуда он знает, он что, меня слышит? Потому что здесь нет никого отдельного.
есть только одно. Вот оно все само в себе играет формами. И вот исследуя вот этот механизм, исследуя механизм ума, практиками медитации, найти самое чистое, вот надо найти самое чистое. Вот когда найдется самое чистое, без атрибутов, что ты не есть тело, ты не есть мысли, ты не есть эмоции, ты что-то, что не относится ни к этому, ничему. То есть поначалу ты все это отметаешь, чтобы найти самое чистое, потому что оно основа. Если сегодня что-нибудь такое ловилось подобное в практике, да, какой-нибудь такой, может быть, миллисекунды, когда раз, и вот какое-то такое состояние тишины, может быть, возникает, его можно так описать, или пустоты, или что-то такое, да. Это основа, это намек на основу. Из этой основы ведь произрастает все. Вот когда вот эта основа узнается, это чувство «я», на которое сегодня я попыталась указать. Когда оно узнается, с остальным не будет проблем, потому что все остальное, оно тоже как бы есть «я», но это маленькие-маленькие ее аспекты. Чувства, да, они тоже, это как бы проявление этого «я». Но что такое «я»? «Я» это не Наташа, не Оля, не Ира, не Аня, и уж точно. Это же придуманное имя. И не женщина, не мужчина, и не тело. Вот это что оно? Оно не без атрибутов. С ним оно всегда оно. Вот оно всегда. И в бодрствовании оно и в детстве было оно. И сейчас оно то же самое. И в состоянии сна, со сновидениями, без сновидений, оно всегда есть. Ты не можешь себя потерять. Невозможно. Потерять можно то, чем ты никогда не был. Телом, умом, мыслями, ощущениями, уж не говоря про всякие штуки, которые тела окружают. Вот это все можно потерять, но я невозможно, потому что это то, из чего все. Вот когда вот это основное познается, вот просто даже начать размышлять, искать это чувство, а где оно находится, как оно, каким образом оно к телу приклеено, а действительно ли оно есть в теле. Это даже настолько очевидно, что ты не это тело. Это реально очень очевидно, но почему-то человек на это внимание не обращает. Когда мы делали 150 раз, вот именно после того, мы закрывали, у меня там вообще как будто я вот гуашь, вот как вода и гуашь, да, разводишь, вот такое вот. Ну, акварель, да, наверное? Да, вот такая вот акварель, но она из этой желтой, у меня глаза, очень много глаз я видела. Очень много глаз. Именно глаза. То есть я распознала там буйвола глаза, какие-то лица тоже были, но лица не вот так, да, то есть какие-то вот как будто как нарисованные больше глаза. И тело, оно, я вот почувствовала, оно куда-то в общем ушло, и у меня вот такое ощущение, как будто тело было там, а я вот тут, и оно куда-то вот так вот постепенно повышалось. И я вот здесь видела вот эти вот глаза, и оно куда-то вот так вот уходило, и все, потом ничего не было. То есть оно вот так, но тело само, вот такое впечатление, как будто как вот то дерево, как будто вот его зигзагом вот так вот сделал, вот так вот. И я еще даже, потому что наблюдала за собой и думала, я вообще прямо сижу или меня на самом деле так? Но потом я поняла, что я, кстати, прямо сидела, но мое тело вот так вот. По ощущениям вот тебе так. казалось, что Да. так. Да, когда начинаешь медитировать, вот такие вещи начинают происходить. Ты не понимаешь, что с формой тела. Да, тебе кажется, что его скрючило как-то вот так, оно или вообще лежит иногда, или вообще маленьким становится. Голову отдельно вообще. Есть такой момент, что внимание переключается. Это медитация была? Все. Или это тоже? Я не знаю. Все есть медитация. Дыхание тоже медитация. Смотря как ты на какую Там были очень сильные, погружаешься. Вот именно вот эти вот глаза, я никогда такого не видела. Оно вот уходит, вот это розовое, она там было пудрово-розовое, вот как закат вот идет, вот такое вот, и вот эти вот глаза какие-то разные. На видение не обращая внимания, потому что это считается препятствием. Вот. Их может быть много. Мы в себе накопили разные отпечатки. Самскара есть такое слово в йоге, отпечатки в уме.
Это образы, которые просто поднимаются, когда мы начинаем погружаться внутрь себя. Они просто поднимаются, всплывают, они могут быть разные, могут быть самые даже прекрасные, там, не знаю, божественные, но задача тебя не дрогнуть, не привязаться к ним, не отторгать их, а просто также созерцать и наблюдать, как ты наблюдаешь все остальное. То, что ты ощущала тело как бы в другом, типа кажется, что в другой позе. Вообще, как будто да, такое есть. Голова у меня вот здесь, ну, я тело даже, можно сказать, не ощущала, потому что оно сначала был какой-то дискомфорт, вот именно тело, когда его скрутило, а потом я его вообще не ощущала, но оно как бы присутствовало вот то есть я его видела, да, но не было уже вот этого. Я видела себя как бы в переломе, вот в этом, но ощущения его не было. Именно голова была вот здесь. Вот, и здесь главное, что я в этом всем где. Тело ты можешь действительно... Вот, ты как... Ты то, что наблюдает, вот просто вот это запомни. Ты можешь... Да, можешь тело как угодно его. Такие вещи говорят о том, что то, что мы привыкли видеть глазами, не совсем то, что есть на самом деле. Когда ты чувствуешь, что тело... Либо отдельно ты его вообще можешь чувствовать, либо еще как-то там поза по-другому тебе кажется. Самое главное это то, что ты тот, кто смотрит. Ты само ты. Из тебя всегда есть и тело, которое наблюдается, неважно в каком оно положении. Просто такие вещи, они тебе как бы указывают на то, что не совсем все так, как ты вот привык. Вижу. Видишь. Если я видела да. глаза, значит не так, как видишь. Да. Вот. Ну, интересно, просто так, знаешь, как... Да, поизучай. Вот поизучай эти вещи, понаблюдать, если есть возможность и желание. Гуашь как бы я видела раньше, но она была без... Все, не цепляйся. Но она была без каких-то... Видишь, ты прицепилась к этим глазам. Все, не цепляйся. Я наблюдаю. Потому что вот так возникает отождествление. У тебя возникает интерес, о, прикольно, а видение захватывает действительно. И ты будешь видеть что-то, и тебя будет это захватывать, и снова новая игра, новое отождествление, снова ты забудешь себя. Так происходит забывание. Поэтому нейтрально смотри, просто смотришь и все. Даже если Бог перед тобой появится, божество сияющее, или демон, также нейтрально. Да, у тебя это интересно, да, это прикольно, но есть ты, то, что неизменно, и оно не зависит от того, что ты видишь, как ты видишь, где ты видишь. Ты – это ты. Вот этого придерживаться надо. Когда вот это раскроется в полной мере, ты в этом утвердишься, все, с остальным не будет проблем. Там вижу, не вижу. Не будет тебя уже, знаешь, захватывать толстый мир, а потом тонкий мир. Мир тонкий тоже интересный. И он тебя будет, там такие вещи интересные начинают открываться. Можно летать, можно из тела выходить, под тело заходить, там воронкой быть, всем быть. Прикольно, но опять не забыть себя. Аня, ты говоришь, что вот это я, оно неизменно, а вот оно проживает опыт с рождения до смерти, оно разве не меняется? Это надо исследовать. Нет, учиться чему-то, это ум учится. Кто учится? Вот ты Сама душа, ну мы говорим, я это душа, наверное, да? Можешь называть ее душой. Душа, она разве не как получает хочешь. опыт, не трансформируется в процессе жизни? Понимаешь, трансформация и опыт там, где есть форма. Когда ты себя считаешь формой. Здесь мы начинаем говорить про разные формы, про уровни формы, про трансформации формы. Расширяется, не знаю, это память. Это бесконечность, понимаешь? Оно всегда будет существовать, вот это расширение и какие-то уровни относительно чего-то. Вот сегодня я пыталась на это намекнуть, что у нас все время появляется какая-то опора, чтобы мы строили дальше какой-то диалог, да? И вот когда ты говоришь про трансформацию, у тебя есть какая-то опора. Что типа вот отсюда я смотрю, это образ внутри, его даже можно увидеть. Если когда будете наблюдать за умом, за мыслями, вы даже будете видеть образ, от которого вы сейчас начинаете строить диалог, и вот у вас расцветает буквально. Вот я в образе, из этого образа расцветает дальнейшее, уже какая-то там своя вселенная. И когда ты говоришь про дальнейшую эволюцию, там, у тебя есть вот эта платформа, от которой ты отталкиваешься, что типа вот это должно быть как-то улучшено, что вот это. Но ты когда достигаешь типа вот этого, у тебя опять вот эта платформа становится опорой, и ты дальше, это бесконечность.
Потом ты можешь опять вот здесь оказаться, снизу, да, и опять по кругу, забыв то. То есть это бесконечный мир форм. В этом смысла нет искать. Если мы начнем искать здесь, это десятки, сотни тысяч жизней. Поэтому и говорится во всех учениях, познают это неизменное, чтобы ты не заснул в изменном. Если кто-то ловил сегодня состояние хотя бы чуть-чуть такое безмыслия и тишины, вот там, если в нем задерживаться, разницы нет. Отсутствует разница. Вот это та основа, которая равна для всех. Оно вот у всех оно одно. Но потом возникает образ «я», а с этого образа «я» возникают дальнейшие идеи, трансформация, эволюции, и поехало. Снова об этом говорит форма. Задай себе вопрос: трансформация, эволюция, для кого? Для какого-то формы, для образа «я». Ведь когда ты чистое «оно», нет мыслей, нет ощущения тела, там ничего этого не возникает. Оно чисто само по себе, оно не требует себе дополнения, и к нему нечего добавить, но из него возникает форма. Из него возникает первая такая интенция, типа «я», кто такой «я», и оно обрастает уже в дальнейшем. Я только почувствовала вот это, да, вот вообще ничего, это хорошо, и так вот хочется быть на том. И ты как раз сказала тогда, вот в этом хочется оставаться. Я такая, Да. как, я только, ощутила, я только об этом подумала, и я не сказала. Да, это действительно драгоценно. Если ты поймаешь это, тебе не захочется. Но это не значит, что ничего не будет происходить. Смотри, какой момент интересный. Оно почему, ты говоришь, поймаешь, а оно просто приходит само. Да. Я не понимаю, как его поймать. Это просто фигура речи. Да, оно приходит. Потому что оно приходит само. Да. Даже когда мы медитативно, да, вот сон между, да, вот сном. Для меня очень трудно уснуть, то есть вечером без проблем, а вот именно днем очень тяжело, как бы днем мне уснуть, только если я не спала ночью, поэтому как бы у меня было постоянное ощущение бодрости, но в том, то есть было ощущение бодрости, и вот столько вот этих мыслей, и я их вот так вот гоняю, и прихожу обратно, да, через звук, но сильно там что-то вот именно такое почувствовать, то есть я только пыталась отгонять вот это вот все. Больше работа отгона, знаешь, пошел туда, уходи, знаешь, вот такое. Мухи. То есть Мухоловка. дорога, и как будто тебя тянет, да, и ты, да, отстань, вот это моя дорога, вот я иду, да, по ней. То есть я только успевала вот так, отстань, да, только отстань. И вот все время вот ты такой стержень даже в медитации, ты такой стержень. То есть я делала вот так, то, что я ощущала, когда вот именно говоришь. Да, только перестань это описывать. Сейчас понятно, сейчас понятно, да. Потому что для меня это первый раз, когда я делала это с учителем. Но для себя надо перестать вообще что-либо описывать, потому что здесь мы сразу засыпаем. Типа «я» появился. И вот это вот исследовать, как оно действительно делается, действие делается, то есть действие происходит, где-то даже мысли останавливаются, где-то они не останавливаются, но вот этот момент еще очень интересный. Был ли там тот, кто это делал? Мы же считаем, что мы это делаем. Вот в этом самый такой корень всего, что есть «я делающий», а есть ли он действительно ли это ты делаешь? Это тоже исследуется. А исследуется точно что? Любое действие. Допустим, мысль, или отгоняние мысли, или засыпание. То есть у меня там могло быть 3 каких-то существ. Миллион. Например, да, то, которое отгоняло, то, которое меня притягивало, и то, которое шло. Да ты там напичкана существами. Я поэтому говорю, то есть, я к этому даже не приходила, то есть я понимаю где-то там, что да, есть, сама ты не делаешь.
Просто надо исследовать, как рождается мысль. Вот, исследуй себя. Да, исследуй, как рождается мысль. У нас такой поток мыслей, что мы за день порядка 70 тысяч мыслей. Ой, ты посчитала. Я 70 пробовала тысяч. только здесь минут. Ты передумала, да? Там, по-моему, вот если есть... Или в минуту такой поток. А вообще есть, как бы, ну, я считаю, что числа, они не скончаемые. Вот, мне кажется, Да. вот это бесконечно. Как Каждый матрица, день знаешь, бесконечно. Да, вот вот такие циферки. И все. То же самое наши мысли. Мысли, почему возникают мысли? Смотрите, сейчас я вернусь, чтобы не уплывать. Сначала вопрос про исследование мысли. Нужно исследовать, как появляется мысль. Исследовать, прям наблюдать все время. Раз. Можно медитативно, можно, когда тело двигается. Лучше медитативно сесть и погрузиться и внимательно наблюдать появление мысли. Есть ли там реально ты, который делает мысль? Мы же привыкли себя отождествлять с телом и с деятелем, что я действую. Вот я взяла чай, кружку, это я сделала. Но перед тем, как я это сделала, у меня появился... От быстрых мыслей. Подожди, перед тем, как я это сделала, у меня появился импульс. Импульс такой, он очень тонкий. Его человек очень часто не замечает, потому что он все время, вот как машина вот это вот двигается, все, он бежит за этими мыслями. Ты предлагаешь эти импульсы рассматривать? Я предлагаю просто найти источник и увидеть, есть ли там ты, что такое, о, я импульс создала, вот сейчас я кружку беру. Есть ли там реально вот этот человек, персонаж, который реально это делает? Только это надо сделать добросовестно, и прям вот когда ты на опыте увидишь, что это, дальше уже Что она даст? даст тебе понимание, что тебя нет как деятеля. Но сейчас я об этом сказала, если это не сделать, это останется просто, я такой и пошел дальше. Это надо сделать. Потому что от делателя вся сансара. Я делаю, я мыслю, значит, я существую. Декарту крест. Но неправда. Ты существуешь и без мыслей. Разве вы это не видели? Конечно. Вот кто этот существующий? Смотри, как интересно. А ты не можешь писать, потому что не можешь. Мы не можем понять, кто это точно. А это не надо описывать, все прекрасно, описывать не надо. Главное увидеть, что не было такого, что есть, вот я же все время себя с мыслями отождествляю, это я думаю, мои мысли, не мои мысли, а это не мои мысли, а это мои мысли, а это не мои. А тут раз, чуть-чуть состояние безмыслия, я же есть, я же никуда не исчез, мысли исчезли. И вот оно чистенькое. Но без мысли ты себя не проявляешь в этом мире, получается. Ты просто есть. Потому что без мысли ты не можешь ничего сделать, никак. Ну, в какой-то степени, да. В какой-то степени. Но мы сейчас не о проявлении, мы сейчас... В активном состоянии ты не существуешь, поэтому у нас накладывается впечатление, что я не существую вообще. То есть, если я не активен... Типа я не существую, ты же существуешь по факту. Ну существуешь. Да, Факт. да. Наличествование тебя есть. Но если ты сидишь и замер, то тебя никто не увидит, не услышит. А зачем? Кому надо видеть? Вопрос себе задай, кому надо тебя видеть? Нет, точнее не кому, а почему тебе надо, чтобы тебя кто-то видел? Мы социальные животные. Кому в тебе? Вот, видишь, появляется всякая чушь про социальные животные. Мы не можем жить в одиночестве. Ну почему? А как аскеты живут? Это единиц на миллиард. Ну они же живут, подожди, допускаешь возможность? Они... Живут люди без сознания в коме, тоже живут. Вот, все, значит, наша идея о жизни, она разваливается. Вот смотри, вот так ты исследуешь. Это мы их называем. Подожди, стой. Вот так исследуешь, как мы цепляемся. Это не для того, чтобы ты сейчас села в пещеру, а просто исследовать. А что это я вложила в жизнь? Аскеты живут, люди в коме живут. Жизнь. Все, можно не цепляться. У тебя появляется такая, знаешь, легкость, жесткость вот, к цеплянию какой-то жесткой формы пропадает. Немножечко освобождается внимание, мысли становятся, естественно, меньше, потому что мыслей много, потому что много жесткости и цепляний к ним. Поток меньше, уже не 70 тысяч слов в секунду, или сколько там ты говорила, а уже 30 тысяч, потом 20 тысяч, то меньше, и ты все чище. Здесь получается, чем меньше мыслепоток, тем ты чище, тем ближе, чем...
у тебя больше возможности распознать то, что есть чистое. Чистое на самом деле, оно и в мыслях не замутнено, оно есть, как, можно сказать, как фон присутствующий, на котором проявляются мысли. Но пока мыслей много, это будет только просто разговор об этом. Чтобы... Я просто всегда думала, что как мультитаскинг, когда много всего делаешь одновременно и осмысливаешь, это как бы вот очень полезное качество. Для чего? Сразу спрашивают, для чего полезно? Для успеха в жизни. Да, кому хочется быть успешным? Всем. Все хотят, Видишь, кого-то придумал всех, смотри. все стремятся заработать. Смотри, деньги. всех, все это в твоей голове. А где ты? Ты в этом кто, в этом всех? Ты придумываешь всех. Ну, я часть всех, наверное, так же Вот. стремлюсь к успеху. Еще раз, давай про аскетов. Сидят в пещере. Все, уже не все. Смотри, уже не все, нету Для всех. меня они как, вы знаешь, Подожди, ну задержись. Видишь, уже нету всех. Я иду Просто, постоянно, в пещере живу, просто поймай. общаюсь ни с кем. И как мы придумываем постоянно мир, нету всех. Все, аскеты в пещере живут, у них все прекрасно. Бомжи под этим. Скажешь, я не бомж, я не говорю, что ты бомж. Нет, просто поймай, что всех нету. Все это какая-то кучка в твоей голове. большинство. Да, большинство. Давай Которым я тоже статистические стремлюсь, данные но давай стремлюсь, считать. Зачем? Это такие Ну, это большинство. наше воспитание. Нам всегда закладывали. Вот, вообще ты правильно говоришь. Смотри, если большинством будут аскеты, ты будешь вообще по-другому думать. Да, это точно. Вот так вот и личность, она, видишь, ее нету. Она такая то так, то так, Да. то так, то так. Поэтому ты цепляясь за одно, но хоп, уже поменялось. Уже аскеты стали большинством. И тебе надо что-то срочно делать, а ты в меньшинстве сидишь, прикинь. И ты будешь всю жизнь так десятки, сотни тысяч жизнь бегать за изменением формы. Сами бегать, как все. Пошли, покололись и пришли. То же самое. Потому что все побежали, все прокололись. Но это не значит, что Это все забыли. это не значит, что что-то перестает, ты как бы действия продолжаются. Но какие действия? У тебя уже немножечко как бы действие меняется. Вот она и есть, кстати, эта трансформация. Но просто ты уже ее не делаешь специально, к чему-то следуя. Она естественно происходит. А как она раскроется в твоем случае, это вообще уникальная вещь. Потому что каждый как индивид – это уникальное создание Бога. И как ты раскроешься, вообще, я не знаю. Может, ты будешь аскетом таким прекрасным, сидеть картины рисовать, там, лепить красивые архитектурные, не знаю, заниматься там красивыми, лепить горшки какие-нибудь или еще что-то. Когда ты это будешь делать, ты поймешь, что ты делаешь для себя. Мне кажется, это часть меня. Я все время куда-то спешу, тороплюсь и пытаюсь все успеть. И вот этот мультитаскинг все время у меня. Я там... Если у тебя все нормально с этим, значит все на своих местах. Все нормально? Завели тебя сам. Ну, что такое норма? К чему мы привыкаем? Вот, да? да. Человек может жить в аду внутренне, Да. все равно считать, что это норма. А может Да. быть в раю. Но на тот момент, когда он считает, что это норма, значит у него все в порядке. Ты считаешь, что у тебя все в порядке? В принципе, да. Все, тогда значит вопросов не возникает. Мы говорим, а здесь мы говорим о том, когда человек понимает, что что-то уже не то. Вот кажется, я делаю, надоело уже социальные роли, ну что-то есть другое. Когда возникает такой момент, Тоже возникает, сомнения. Здесь, наверное, не было. тоже верно. Ты Значит, ощущаешь, что ты не успеваешь ничего делать? Не, раньше было. Ну, Сейчас тоже бывает. Время для себя есть, ну все. Это тоже очень важно, время для себя. Тоже а время как возможности. появляется? Смотри, времени нет, когда 70 тысяч мыслей. Почему есть 70 Да. тысяч мыслей? Каждый тебя ворует. Да, потому что у тебя есть все время идея. Есть я в этом социуме, у тебя жесткие идеи, вокруг них 70 тысяч мыслей, нету времени на себя. Нужно время для себя, для того, чтобы... Все. Тебя раздирают умственные тенденции. Ум – источник и сансары, и нирваны. Ум. Он тебя раздирает на части. Вот ты садишься в медитацию, а он тебе сидит. Так, что ты сидишь, блин? Ну-ка ноги поменяй. Ты что сидишь? Иди чай, пошли чай попьем, там шоколадка вкусная. Да. Что ты сидишь? Тут делать нечего. Это По- нирвана, да? Это сансара. Я поэтому не могу одна медитировать. Я как я сяду, просто- я через минуту все. Все побежало, да? Я слышала эти Да. слова. Пошли посуду помоем. Да, да. Там посуда грязная, ты сидишь, это же ужасно. Я слышала эти слова, но я не знаю, что они звучат. Нирвана. Нирвана – это просветление. Нирвана, да, это блаженство и просветление, да. А сансара – это страдание, это мир страданий, постоянно беготня с ума, Разные стороны. да, раздирает.
Когда ты села, и у тебя такой, блин, кайф, все, ты погружаешься в нирвану. Когда ты села, у тебя ум, так, посуду срочно мыть. Один пришел, говорит, посуду мыть, другой пришел, пошли в туалет сходим. Третий пришел, не, слушай, пошли на eBay, что-нибудь купить, там забыл, надо платье купить срочно. Ты еще суп не поставила варить, Да. не постирала, что ты здесь рассела. Да, ты что сидишь? Звони подруге. Да, а потом приходит, А потом приходит главный демон, что и в туалет нельзя сходить. Да, вот у меня. Вот если у тебя есть сила воли, ты говоришь ему нельзя. А если нет, ты бежишь за... А сила воли чем Тыдынь, воспитывает? тыдынь. Сила воли. Практикой. То же самое практика делает это. Ну, Концентрация. можешь посмотреть каждый день в 12 часов. Что это значит? В определенное время. Ну это что, не поняла, где ты это Ну взял? вот, например, да, каждый день просто выбить что-то именно в это время, и тебя не должно ничего. Да, хорошая практика. Брать и делать. Вот сейчас заставил так. Именно в это время. То есть Да. идешь ты машину, ты должен остановиться и делать. К этому-то и идет все. Естественное состояние. Ты в моменте всегда. Веду машину. Иду в туалет. Села в медитацию. Какие нахрен посуды? Я в медитации. Зачем она сейчас здесь нужна? Даже вот такой абсурдный момент, даже если просто поразмышлять, время выделил же себе, да? Ты же села, у тебя же была такая как бы, ну, как это слово есть? Позыв, потребность, да, сесть. Ты уже такая, ну все, значит, никуда идти не надо, сажусь, допустим, пусть там час или полчаса. Но тут же мысль, побежали посуду мыть, ты бежишь. Зачем? Ты же сел уже, ты время себе выделил. Куда ты пошел? Даже так. Договориться с собой и слушать. Хотя бы так, да, договориться, сказать стоп. Я уже неделю договорилась, и я шучу. встаю утром не беру свой телефон. Ой, это очень важно. Потому что Ланчи, начинается мусор оттуда, из телефона. это вот, но я почему-то выбрала вот утро, да, когда просыпаюсь, то есть я не беру телефон, как раньше, там, посмотрела, а потом начинаю все там делать, да, если там, что какое Поменялось у тебя все? ты знаешь, ну, я в процессе как бы этого неделю, мне кажется, что чище мысли какие-то. И меньше беспокойства, да? Меньше Да, вот этого да. тревожности. Да. Это тоже работает в таком плане, если, Потом буду делать вечером. да, типа берешь и такой, так, все, поставил себе цель. Но с друг... Надо купить будильник. Вот я ищу какой-то такой красивый будильник, чтобы его поставить рядом с собой, чтобы телефон оставлять там. Ну смотри, есть У меня такой... как бы И есть такой момент еще интересный, если есть склонность к этому, почему, вот ты говоришь, да, открываешь телефон, у тебя начинает, Да, потому что ты за что-то цепляешься, естественно, да. да. У тебя раз, вместо того, чтобы, что телефон, время посмотреть, ну посмотрел, положил. Потому что каждая любая картинка это хоровод мыслей. Там. Все, и ты зацепилась, Да, и у тебя тебя интерес еще какой-то За 5 есть. минут столько хороводов в голове уже. Да. С этим хороводом идешь свой день проживать. и танцуешь, да. Да, потому что интерес есть. Другой раз, когда интереса нет, ты даже телефон не возьмешь. И почему-то И тебе утром уже это не очень надо, интересно, и потому тебе уже не надо себя дисциплинировать, если интерес пропал. Это как иногда клиент. То есть уже дисциплины Я нет. тебе звоню, ты меня не слышишь. Я говорю, я не знаю, где мой телефон вообще. Ну, то есть он где-то там, а я тут. Это важно, да. Оставлять У меня выхода. часто, я даже, забываю. Пона- Может, именно спать идти, и мне нужно там посмотреть, что я буду завтра делать. Поначалу дисциплина тоже классная штука. Если как бы, видишь, парадокс в том, что когда самоисследование, оно заработает, когда ум будет более-менее расслаблен и спокоен, и медитация пойдет. Но чтобы он стал расслаблен и спокоен, как его сделать Двинуть те Да. вещи, которые тебе делают. Надо отодвинуть на первое время хотя бы, да? Потом тебе это двигать не придется. Потом оно просто уже, естественно, тебе будет неинтересно. И ты уже не будешь, у тебя же не будет, знаешь, потому что пока есть дисциплина, у тебя есть все равно такая, как тонкая борьба, типа, есть интерес, да, допустим, там соцсети или телефон, но ты не берешь, не делаешь. Все равно еще есть, да, ты как бы еще, как бы, как это называется, тушить костер дровами, да? Тянет. Как, тоже, ты как бы против него идешь, да? Но когда начнется самоисследование, этот интерес пропадет, и у тебя просто, естественно, уже неинтересно будет. Ну или телефон и телефон. Забыла, даже не помнишь о том, что ты его не взяла. Просто, естественно, пошла, как у тебя, естественно, происходит все что угодно. В магазин пошла, естественно, у тебя что, по этому поводу есть какие-то комментарии, ну сходила и забыла.
Или там всем расскажешь, как я в магазин сходила, прекрасно. Нет, просто пошла и сходила, нет вопросов, нет восторга, нет не восторга, просто есть и все. Также у тебя будет просто, ну есть он и есть. Ну не взяла, или взяла тоже просто, или не взяла просто, или взяла просто. То есть, ну не то, не то. Если ты выезжаешь из дома, ты забываешь телефон, какие у тебя ощущения? Какая-то потеря. Знаешь, а у меня нет. Ну, природа. Вот и смотри внимательно, смотри, раз у тебя потеря, ты такая, где она у меня? Вот твоя медитация. Нет, сразу понимаю, что я, допустим, Где? адрес не найду, не позвоню, не свяжусь с человеком, не смотрю, куда едет. Ну, да, Не посмотрю, что там рядом находится, потому что я очень часто, когда приезжаю в новое место, я иногда смотрю, какие парки, что там было. Ну, то есть у меня получается, что у меня что-то какая-то возможность отрезана, да? Смотри. То есть, как бы руки нету, да? часто забываешь его. Нет. Вот даже на таком простом уровне это даже вот бессмысленно. Ты уже его забыла. Не, ну вот это все хоровод мыслей Вот, таких проживается. смотри, он даже за одну секунду, бессмысленный. а потом с ними свыкаешься и все, уже едешь по факту без Да. телефона. Не травишь себя в течение Принимаешь. часа. Ты принимаешь? Я очень что быстро есть. принимаю. И это, кстати, очень хорошо, вот именно принимать. Это помогает жить, понимаешь? Ну, видишь, ты озвучила, смотри, ты озвучила, я ощущаю потерю. Значит, Да. она где-то оседает у тебя. Да, оседает где-то. Седает, но я ее принимаю все равно. Я потом не мучаюсь целый час в пути, что Полчаса. День. Полминуты горечи. 2. Полминуты горечи. Вовремя замечай ее, а ее просто она будет, смотри, как только ты ее замечаешь, раз у тебя какое-то чувство, о, блин, там, и пошло, там какая-то чепуха. Чем быстрее заметишь, тем быстрее она исчезнет. Раз заметила, а где это, что это, начинаешь созерцать это чувство. И так же, как мы сегодня делали, и смотришь на него внимательно, внимательно. И потом уже не поймешь, есть оно или нет. И даже и понимателя уже нету. И такой раз, и сказать нечего. А когда появляется оценщик, он говорит, о, появилось чувство, а я в него посмотрел, и оно такое исчезло. А вот сюда не посмотрел в того, кто говорит об этом. Потому что вот так вот возникает иллюзия отождествления, что я сделал это, и присваивать снова себе. Я посмотрел, растворилась, о, как классно, как я могу прекрасно, да, делать, растворять. Посмотрела, и оно ушло. Но в этот момент и заснул. Потому что это тоже нужно в это же смотреть, как появляется оценщик, мы же про него говорим, он постоянно описывает, комментирует действия. Так возникает иллюзия «я делатель». Без комментариев. Есть смотрение, смотришь, чувство появилось, смотрение в него, чик, 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 оно растворяется, хопа, комментирующий, о, растворилось, как ты говоришь, туда их, мухобойкой, и туда смотришь, не дай шансу ему пролезть, он вечно, ум все время вылазит, он как вор, все время присваивает действия себе, а там тебя не было в тот момент. А ты себя отождествляешь с чем? Вот отождествление происходит на уровне мыслей. Когда мысли появляются, все, возникает иллюзия, что это я делаю. Но в тот момент, когда ты вот А у меня, кстати, наоборот. что-то. Когда у меня возникают мысли, у меня такое чувство, меня здесь как будто вот нету, за меня кто-то думает. У меня вот так идет. Как будто кто-то за меня. Так и есть. Не я Ты думаю, не а думаешь, кто-то думает. да? И я понимаю, что это оно пришло-то ко мне, но у меня возникает... Это уже другой момент, да? Меня думает. Даже немножко поглубже момент, когда ты знаешь, что мысли не ты делаешь. Ты их видишь, они есть, но ты знаешь, да. Вот к этому и надо прийти постепенно. И тогда у тебя будет и мысли чиститься, и речь чиститься, и действия, и все будет. Но не нужно ставить цель такую, потому что как только себе ставишь цель, это новая мысль, которая опять стоит как делатель. Я что-то там. Можно вопрос? У тебя есть ценности? Вот там. Я не говорю, сколько там штук. Ценности, и если можно, озвучить. Ценность только одна – быть Боге. Нет, это немножко не то. А что? А других ценностей нет. Как сказать, на интуитивном плане, а вот именно жизненные ценности. Может, я неправильно спросила. Вот есть что-то, там, 5 вещей, которые ты никогда не будешь делать. Нет, у меня такого нет. Это не то, что у меня как бы нет ценностей, я такая, знаешь, пофигист. Это отсутствие
и того, и другого. Ну, я почему говорю, потому что есть люди, да, им помогает это жить, и, ну, например, я никогда, если я буду в здравом уме, не собью человека, вот он будет стоять, и я его собью. То есть я никогда не убью, вот, одна ценность, да, то есть, ну, вот такого плана. Я могу тебе сказать, что я думаю так же, но по факту я не знаю, как будет происходить. Это понятно. Вот это самое главное. Но Это вот главней. есть, Это главней. Это главнее, когда ты знаешь, что ты игрушка в руках высшего, ты не знаешь, что будет. Я могу тебе также сказать, что да, я тоже этого не сделаю, мне это ни к чему. У меня нет к этому склонности кого-то убить или сбить, но я по факту не знаю, как будет происходить. Вот это главней. Потому что ты хочешь акцент сделать на личностном, типа, как это я вот опять себе присвоить. Я тебе акцент делаю на другом, что я по факту действительно не знаю. Вот если ты так себе сделаешь, у тебя просто тоже жесткость такая, сцепление с личностью меньше станет. Типа я там могу так. У тебя не может, ну как, не то, что не может. Короче говоря, вот эти прописные истины, которые ты затронула, они естественным образом у тебя будут происходить, когда ты знаешь природу вещей. И все эти, то, что описали, там, заповеди, там, не убей, там, не укради, не делай то, они действительно описаны правильно. Мы даже законы создали себе в мире материальном, мы создали себе подсказки в виде жестких законов. Убьешь — сядешь в тюрьму, украдешь — посадят. То есть даже так мы создали себе вот эти вещи, чтобы показать, что ну не ходи туда, ну плохо тебе будет. Они же у тебя присутствуют на тонком уровне, эти все интуитивные вещи, что зачем тебе это делать. Это не значит, что ты бегаешь с идеей. Такого тоже нет, что ты бегаешь с идеей, там не надо делать то. Это снова новая личность раздутая. Не делайте, не убивайте, не там... Ну да, вот эти вот митинги, которые устраивают, За мир, знаете, такая пословица, за мир не воюют, да, то есть это не то, это такая тонкая грань, ты все время такой на тонко балансируешь, потому что, если мы начнем рассуждать, есть какие-то вещи во благо, да, там, ложь во спасение, да, ложь во благо, то есть мы тоже потеряем вот эту жесткость, но это не для того, чтобы ты врал, да, всегда, это просто поймать, что к этому тоже не надо цепляться. Типа говорить только правду или не делать там плохих вещей. Что такое плохая вещь? Ну вот убить кого-то. Да, пример, да. Это не вещь. Ну, плохая, господи, назови по-другому ее как-нибудь. Не, я просто, у меня вот есть вещь, а есть, ну, то есть... Давай, поступок. Есть вещи, которые не, ну, то есть они не бездейственны, а тут есть, ну, Аня имела в виду вещь имеется. Нет, я поэтому не поняла, поэтому... Понимаешь, вот в мире же происходит убийство, да? Это же происходит, это тоже кто-то, что-то за этим стоит. Если внимательно посмотреть на мир не как человечек, а как вот единое целое, то станет ясно, что все на своих местах. Что этим тоже движет какая-то сила, которая что-то для чего-то в целом для мироздания творит какое-то благо. Вообще, на самом деле, все во благо, только во благо. Даже если какие-то нам не нравятся вещи, там, как убийство или еще что-то, они для чего-то. Для чего-то. Но ты будешь действовать согласно твоим склонностям. Тобой будет действовать. Согласно прописке. Прописание. То есть, я имею в виду, что у тебя прописано. Когда ты родился, то прописано, ты так и будешь действовать. Вон у индусов, если поизучать их летописи, эпосы, Шива-Пураны, когда какой-нибудь Асур это полубог с вырожденным сознанием, который все время только власть, полубог с вырожденным сознанием, которому только власть, ситхи, мистические способности, сила, чтобы там показать Кузькину мать, что я здесь главный. И вот они там постоянно аскезы совершают,
Сидят там в тапосе, у них медитация, а аскеза, она силу, естественно, увеличивает. А увеличивает силу на что? На то, что есть склонности. То есть ты в медитацию садишься, да, у тебя там, если происходит что-то такое, сила появляется, но эта сила активизирует в форме, как бы в материальном мире, то, что в тебе заложено. То, что есть, к чему склонности. И вот эти Она не только к тебе, асуры во всем. Во всем. Конечно. Во всем мире это увеличивается, да? Все связано. что-то тёмное. Дай я дотяну. И вот асуры, они там все время в аскезе сидят. Для чего? Для того, чтобы, потому что их сознание настроено на власть. Власть. На темное, как я говорю. Но темная — это вторая сторона Бога. Потому что если не было бы темного, не было бы светлого. Мир бы не существовал. Да. Это просто игра. Черное без белого. И когда они там уже раз там у него попросят какой-нибудь дар, он им окей. Он всеблагой всем, как бы у него все равны. Второй раз дар, а они что-нибудь не то с ним, естественно, делают. Начинают его использовать неправильно. Там кого-нибудь убьют, там нарушают что-то там. В общем, третий, четвертый, а он им прощает, а вдруг исправится, А потом, когда уже все совсем трындец, он приходит им и голову сносит. Во благо, всему миру во благо. Но так делать не надо, потому что мы не Шива. Хотя то, что Шивой называется, это вот как раз оно и есть. Можно назвать это сознанием. Ты называешь это душой, я называю это сознанием. Ну, могу назвать сознанием. Хотя оно не называет себя ничем. Это то, что оно и есть. Но оно не отдельное. Ну, то есть ты его не можешь описать. И ты его не можешь описать. Не видишь. Да. Что некому, а писателя там нету. Там не этого писателя. А писатель появляется позже. Ты его ощущаешь, но ты его не видишь. Если бы у тебя не было багажа слов, как бы ты описала? Никак. Вот говорить не умеешь, слов нету. Никак. Но оно-то есть от этого. Оно все равно есть. Ну, вот так. Может быть, вот так. Ну да, как-нибудь там, да. Как будто, я не знаю. Первый звук, да, как у аборигенов. Как вон смотришь на названия аборигенские, такие забавные. На самом деле это твое естественное состояние тишины и спокойствия. Просто оно все время замутняется, когда мы привязываемся, когда появляется оценщик-описатель. Из него рождается идея, что это я делаю. Если я делаю, а кто это я? Это кто я? Это тело. У тела все там история пошла с социумом, с этими, там, как они, смыслами жизни и все, и все. Если заниматься самоисследованием, пребывать в моменте, то без разницы. Ты, смотри, ты была там, допустим, в домике, что-то все равно тело выполняло какие-то действия, да? Ты же не пластом лежала. Нет, конечно. Все, там, Конечно. не знаю, дрова, там, Оно, кстати, что-то там. вообще очень, знаешь, вот как-то вот так равномерно. У меня не было, чтобы время, чтобы я вот так вот. Я не помню, чтобы я сидела, бездельничала. То есть я даже сидела, смотрела, например, на небо, да, и я как бы разговаривала с собой. Я поэтому говорю, что мне было как бы бездельничать, чтобы вот скучно не было, вот, скуки не было, вот. Это более будет правильно сказать, что не безделье, а скуки не было. Вот, смотри, действия происходили. Это очень... И теперь ты можешь то же самое, это состояние, снова его как бы просто освободить, скажем так, делая те же самые дела. Ведь по сути ты просто тело переместилось с пункта А в пункт Б. Правильно? Просто здесь у тебя появилась, знаешь, как обычно, появились другие тела, и сразу история включается. Сразу начинается этот механизм взаимодействия образа тебя с образами других. Вот это муж, а вот это то. И все, и там побежала, надо то, и все там. Если вот это постоянно исследовать и задавать себе вопрос, а я здесь кто, а там кто, ты увидишь, что везде одно и то же. У тебя постепенно будет ум освобождаться, естественно, будет освобождаться действия какие-то, не будет каких-то ненужных действий, естественно, что-то исчезнет, интерес пропадет к чему-то, но зато будет у тебя вот это вот безграничное, естественное этого состояние, в котором будут проживаться и мысли там появляются, и действия проявляются, и все как в медитации. Вот это вот цель, чтобы оно все стало вот круг дня и ночи, замкнуть 24 часа в сутки осознанности, пребывания, как вот в этом медитативном состоянии созерцания
внутри тебя мир движется, мир бодрствования с его действиями, с мыслями, мир со сна со сновидениями, с образами, мир сна без сновидений. И тогда ты увидишь, что я никуда не исчезает, ничего с ним не происходит. Меняется только то, что воспринимается. Да, картинка воспринимаемая, потому что вот это тоже картинка. Нам кажется, она сейчас очень плотной, но когда ты в состоянии сна со сновидениями, там тоже очень все реальное. Очень. В этот момент ты не знаешь, что ты Ира, у которой есть история. А где-то даже можешь. Есть такие уровни, где ты даже можешь управлять. Ну, во сне как бы ты меньше можешь управлять, чем ты в здравии. Это тоже кажется, потому что здесь ты тоже не управляешь. Вот, еще раз вопрос. Я имею в виду, что... Все начали, кстати. Да, все начали, но я имею в виду, что ты можешь... Здесь иллюзия, есть иллюзия, что я управляю, но по факту ты не управляешь. Еще раз, мысль. Прежде чем что-то сотворить, у тебя появляется тонкий позыв, как мысль, интенция, мысль. Ты вот начни ее исследовать. Сядь в медитацию и смотри, как она появляется. Есть ли там ты? Или ты кто? А вот сейчас ты меня навела, когда ты начала об этом говорить, когда он сказал, а ты можешь поехать, ну вот снять дом, там, и я ответила, мне это не нужно. На самом деле, Оля, нет, это мне нужно. Но сейчас Аня мне дала понять, что я могу это сделать даже и с Конечно, людьми. да. Ну, то есть, и нужно сделать даже именно. Так же я могу это тоже сделать, да, не уезжаю. Вот ты мне мысль вот такую вот открыла. Да? Нужно и сделать, если, да. И если здесь, мне это в социуме, мешать, с семьей. только тогда может... Потому что, смотри, оно легче, когда никого не будет, поэтому монахи уходят. На первое время, не, ребят, на первое время легче, потому что у тебя есть еще, типа вот ты от чего ушел, да, что тебя напрягало. Легче физически или морально? И так, и так. Морально легче, когда ты без людей. Но потом все те же тараканы вылазят. А потом то же самое. Все то же самое. Опять сам с собой говорю, опять все эти тараканы, все то же самое. И горы уже не горы. И уже прекрасные виды, непрекрасные виды, все то же самое. Ты везде ум свой несешь. Ты передвигаешь просто тело из одного пункта в другой пункт. А тенденции, склонности, смотри, обрати внимание, склонности к чему угодно, там, я не знаю, описывать склонность ссориться, мы сейчас про грубые говорим склонности, склонность там отстаивать свою точку зрения, склонность там как-то себя еще позиционировать, или еще, это склонности в уме, они никуда не деваются. Они просто находят новые объекты. Ты переместишь тело отсюда туда, и тебе кажется, многие, как знаешь, говорят, ой, не было бы у меня семьи, там, ни детей, я бы сейчас сел, не сядет. Нет, это иллюзия, не сядет. Он сядет, и там начнется посуда или еще что-то, а давай туда побежим, а пошли туда, и понесется. Вот то, что не отыгралось, начинает вот это вот всплывать. Это вот если ты исследуешь вот это, ты это видишь. Как оно работает. Поэтому смысла нет. Оно как бы может тебе действительно помочь. Если нет возможности вообще никакой, лучше так, чем никак. Поехать куда-то на какое-то время, уединиться, да, для практики. Да, но знать, что надо вернуться и вот здесь вот все вот это вот сделать. То же самое здесь сделать, чтобы у тебя не было разницы. Иначе, почему сансара? Потому что все время разница. Все время хочу, не хочу. Там может дребезжит. Тоже такое вот тонкое, что ты, может, даже и не сможешь жить обратно. А тогда тебе это волновать не будет? Ты не сможешь там жить. Поэтому вот я иногда вот, спрашиваю, да, себя, вот как есть люди, которые, вот муж и жена, да, ну, например, у тебя там понятно, то есть нет, понятно, это непонятно. Уже лучше. Понятно, непонятно. Есть люди, вот, она там что-то там делала, там, то есть и врала, там что-то она делала. Тут раз, она там поехала на какой-то там, в тот же дом, без ничего, то есть, ну, скажем, это ретрит, да, там какой-то вот, и у нее оп, и Переоценка ценностей, да? Да, у нее приключения, она приезжает в дом, и она понимает, что она вообще там
лишний человек, то есть она не на своем месте. Она берет, оставляет детей, мужа и все. И уходит, и уезжает в Индию. У меня просто было такое. Не лично я, я просто наблюдала за одной женщиной. Это сильный поступок. Ну, еще раз смотри, для кого сильный? Для меня не считаю. Вот, для тебя. А для нее, может быть, это была вообще мечта всей жизни. И она такая, все, бросила все, пошла. Можно даже сказать, сила и не сила, это всегда вот чисто в твоем восприятии. Можно сказать, что это слабый поступок. Вот, посмотри, она тебе, сейчас она тебе расскажет. Это как я считаю. У нее может быть слабый поступок, это слабый поступок, потому что она все это время, она убежала. То есть, а если бы она осталась... Видишь, что она тебе говорит? Что? Не, говори, все правильно. Она должна была с собой... Вот сейчас закончу просто этот момент. Самое интересное, что да, и то, и бывает, и так, видишь, что нету, да, мы не знаем. И третий момент, надо быть тем человеком, чтобы понимать мотив, почему она в тот момент, что двигала, что за тенденция двигала человеком. Только тогда мы можем сказать. А так мы можем, конечно, придумать все, что угодно. Но в принципе, ты можешь сказать, это сила, потому что для тебя это сила. Да, для тебя это сила. Души, да? А она говорит, а может быть это была слабость, потому что она такая, не хочу, да, не нравится мне вот эта жизнь, я такая... Поэтому нужно здесь понять, что у нее внутри было. Она все равно интерпретировать можно как угодно. Она взвесила все, что у нее было, и выбрала то, что для нее более существенно. Все-таки что-то выбрала. Хуже, когда у человека нет выбора, когда он живет вот по накатанной, и нет возможности соприкоснуться с другими вариантами. Я как и говорю, выбор всегда есть, помнишь, когда мы с тобой... Выбор есть, да. Да, насчет вакцин. В этом плане, в каком мы сейчас рассуждаем, на каком мы рассуждаем, выбор всегда есть. Когда мы с тобой разговаривали насчет вакцин, когда еще... А если в абсолютном плане, то выбора нет. У тебя, пока, например, был Спасибо выбор огромное. продолжать учение или остановиться, потому что если бы ты не сделал, то ты бы не продолжила учиться. Но она бы не то, что ты бы закончила, но не так быстро. Это выбор, да, если мы говорим про ограниченный выбор, да, он всегда есть. Ты или можешь сделать, или не делать. Но в абсолютном плане выбора нет. Да, там, ну вот у меня выбора не было, то есть я пошла и сделала все. А я просто спрашиваю, как не было выбора? У тебя был выбор. Да, он был бы тяжелый, тебе пришлось оставить свою работу, но есть другие работы, которые будут... Смотри, вот когда говорят... Я не хочу ставить этого человека как бы тоже, знаешь, в затруднительное положение, потому что я тут же просто прекращаю, я говорю, выбор есть всегда. И у тебя он тоже был, и у меня он был. Видишь, человек озвучивает проблему. Здесь момент в чем? Когда человек говорит, у меня не было выбора, и я сделал что-то, значит, у него была проблема по этому поводу, и он чего-то побоялся. Ну да, страх. Да. А если не было, он сделал, у него даже не возникает такого описания, что у меня не было выбора. А у кого? Был ли тот, у кого не было выбора? Вот в чем, вот что интересно. Потому что если у тебя появляется образ я, у которого нету выбора, все, здесь игра со страхом, у меня нет выбора. Я какой-то, что-то вот вроде бы сделал бы по-другому, да, хотел бы так сделать, но боюсь этого и пойду сделаю вот так, и говорю себе, у меня не было выбора. А если у тебя не возникает вот эта игра, ты либо делаешь, либо не делаешь. Все, тогда у тебя нету даже описательного такого как бы контекста, типа у меня не было выбора. У тебя даже рот, ты же не что сказать. Нечего сказать. Вот так игра ума происходит. Я с собой играла и с выбором. То есть я и очень часто, кстати, делала, потому что вот мне надо выбрать. Вот я иду в магазин, да, и я выбираю эту чашку. И это мне нравится, и это не нравится. И я между выбором стою. Я смотрю так, мне нравится это, но я выберу этого. Вот просто вот так. Просто так. Вот мне нравится это. Я просто знаю, что мне обе нравятся. Ну вот, а я это выберу. Вот я как-то себя, он может сказать даже, я даже не знаю, как-то объяснить, но вот я себя вот так вот лопатой, можно сказать, вот так вот раз. Но это не... Вот, что ты хочешь сказать именно? И я не могу понять, почему вот я вот так делала. Объясни, почему ты так делала?
К чему ты хотела сказать? Я не совсем мысли поняла. Я не знаю, почему вот я делала именно такой выбор. Сейчас я немножко переосознала, и я вот мне эта четко нравится, и это. И я уже не ставлю выбор, кстати. Я просто беру и все. И вот это перестаешь тоже говорить. Все, такая взяла и пошла, да. И но все. Там я делала, а я вот это. Ну, то есть, да, оно нет. Оно без разницы, понимаешь? Без разницы. Смотри, в чем прикол. У делателя нет разницы, какой из полюсов, он все равно делателем остается. Вот смотри, сейчас попытаюсь рассказать, поймай. Когда ты засыпаешь, и возникает иллюзия «я», что я здесь что-то делаю, вот она на уровне мысли возникает. Первая мысль говорит: мне вот это нравится, я могу взять, беру, я взял. То есть иллюзия, ты не взял. Ну, как бы действие происходит, да, вроде как что-то делается, но кто действие породил? Интенция, первый позыв, первый импульс, который родил мысль, чтобы дальнейший диалог и действие произошло. Вот что исследуется. Смотри, вот запомни. Второй вариант. Ты приходишь, 2 кружки, одна нравится, другая не нравится. Я возьму, которая не нравится. Или 2, ну пускай 2 нравятся, окей. А я вот эту возьму. То же самое. Или пусть будет даже не нравиться, но то же самое, ты себя оставил как делателя. Или человек, который говорит, у него есть выбор или нет выбора, это то же самое. Нет разницы в действиях. Когда ты это поймешь, что разницы в действиях нет, у тебя, перестанет существовать вот этот вот механизм говорения об этом, что был у тебя выбор или не был, или у другого человека был выбор или не был, про то, что ты сейчас рассказывала. Понимаешь, нет? Когда ты перестанешь описывать, все просто будет происходить. Нет, ты можешь общаться, здесь не надо понимать это буквально, но чтобы как бы очистить всю эту шелуху, это надо поделать. Потому что мы сейчас пытаемся, ой, как же я буду сразу, видишь, сразу мысль, ну понятно, значит я буду молчать. Ну еще даже ничего не сделал, а уже сразу новое описание. Нет, я буду молчать. Будет происходить все только на уровне... Не описывай. Смотри, вот я описала опять. Нет, неплохо, это тоже описание. Вот сейчас опять, видишь? Просто чисто... И вот так тоже не говоришь ничего. Вот так очищается ум. Вот таким способом. Только у тебя кто-то вылез с комментариями, там, я делаю то-то. Причем неважно как, нравится, не нравится, не имеет значения, он вылез. Он вылез в нравится, он вылез в не нравится. Или он вылез это нравится и это нравится. Он все равно вылез. Или я буду, сейчас она мне говорит такое, значит, что я буду молчать. Все, опять вылез. Видишь, ты еще не знаешь, что будет, а уже начинаешь реальность придумывать. Никто не знает, что будет. Или я там никогда не сделаю такого события, поступка. Я не знаю. Это не значит, что я прикрываю какие-то свои хотелки, там, не знаю, там, люблю, не знаю, банки грабить, я сама говорю, я не знаю. Здесь нет такой задней мысли, я действительно не знаю, по-честному. Задней мысли нет. Но видишь, какая может быть тонкая игра. Многие люди начинают этим прикрываться, и у них задняя мысль какая-то. Ой, я не знаю, там, что, я не знаю. А сам такой, там... Знает все. Знает, это да. видишь, кстати, когда он говорит, я не знаю, и это очень часто можно прочитать, что этот человек знает, а говорит, что не знает. Вот, и это тоже не надо делать. Что знать. Просто для себя. Нет, но это помогает Кому? распознавать в себе. Что распознавать? Распознавать, ну вот к этому тоже говорили, вот есть внутреннего человека. В ком-то? Да? Зачем? Это игра личности. Оно будет... Не надо этого делать. Не делай. Везде Бог. Да. Я поняла, что он везде. Понимаешь, ты так опять личность укрепляешь, а от нее придется избавляться. Так все время опять она такая, так, в этом я вижу то, в этом я вижу то. Надо перестать это видеть. Ты можешь видеть, но надо перестать. Да, не описывать. Просто прямым, свободным восприятием. Ты когда помирать будешь, что этот багаж весь... Конечно, он туда и уйдет. Он и уйдет. Туда половина, туда половина.
Пополам. Пополам. Помнишь быстрые мысли и медленные мысли? Сейчас, подожди, я закончу мысль одну, потом вернусь к твоему. Смотри, когда я затронула тему, да, что ты укрепляешь таким образом личность еще больше, да, что ты там видишь в этом человеке кого-то, в этом человеке кого-то, да, а мысль убежала. Видишь, я не могу ее вспомнить. Если это важно, то Ладно, давай, что ты спрашивала? быстрые мысли и медленные мысли. Опять вспомнила, прикинь, начала говорить, она где-то была в твоих словах, эта мысль. Ой. Короче, я хотела сказать, что это должна быть работа, вот есть такая фраза, ты Бог, не для кого-то, как типа я умею там видеть или что-то там еще, а чисто вот когда у тебя будет такое внутреннее, не кому-то об этом говорить, там, как я делаю практики, или как я вижу, или там, что я стал еще какой-то, а вот чисто внутри себя, ты и Бог наедине друг с другом, не там где-то видеть в ком-то что-то, а видеть, что это твое собственное восприятие, вот тогда реально происходит настоящая практика. Ты в жизни как обычный человек, даже вида не подаешь со всеми, там, здесь ты жена, здесь ты муж или еще кто-нибудь там, что ты делаешь там, но ты внутри, у тебя внутри процесс происходит, не для кого-то, не кому-то, для Бога, для Бога, для Бога. Не кому-то это, не показать, как ты можешь там, просто по-другому, просто потому что ты по-другому уже не можешь. Потому что когда ты начинаешь опять презентации играть, опять получишь же в нос. Если искренне спрашивают, ну ты будешь чувствовать, видеть будешь. Когда ты ум более-менее чистый, ты видишь, но ты уже, не, конечно, ты как бы, видишь, я говорю, видишь, но ты, да, ты интуитивно чувствуешь. Если человек хочет что-то там потешить свое через вопрос, или он действительно искренне спрашивает, и у него действительно искренняя заинтересованность, тогда да, и разговор случается сам по себе. Ну там свои тараканы играют. Но пока сам с собой не разберешься, вот не надо, вот это очень опасная тема, когда начинаешь других вот это вот видеть что-то, ага, в этом то, это опасно. Здесь опять можно на личность сильно уплотнить, типа стать таким, знаешь, видящим, прекрасным, типа да, там, типа я-то вижу, а видит кто, тебе сразу, а тебе потом найдется кто скажет, а видит кто, и ткнет тебя опять туда же. Поэтому только... Быстрые и медленные. Быстрые и медленные? Да. Ну-ка, расскажи. Я не знаю, что ты имеешь в виду, расскажи. Здесь надо понимать, что за этим имеется в виду, за термином. Быстрые мысли, они, вот она как шелуха, то есть, да, вот мы их очень быстро приходят, уходят, но на медленных мыслях мысли превращаются в энергетику, и они осуществляются. То есть, и мы, как люди, в основном быстрые мысли, плохие, проводим через медленно, где они должны осуществляться. А хорошие мысли, ну, как-то вот так, да, это сложно. Слышно сложно, но есть одно какое-то занятие, вот я открыла для себя. Это практика. Нужно научиться, то есть, ну это в практике, можно научиться переводить, то есть быстрые на задние, а задние на ближние, на медленные. А смысл практики? Что ты хочешь? Смысл практики для того, чтобы у тебя хорошие действия, то есть ты хорошие действия приводила в энергию, да, в деятельность, а медленные, плохие, ну, то есть менял их местами, поменял. Я не слышала практик много, но по делу просто цель себе, вопрос задать, для чего тебе это, что ты хочешь этим добиться. То есть какая цель практики? Я этим не занималась, мне не интересно было там что-то с энергией делать, я сразу шла в главное, потому что от главного идет все. И рекомендую это делать всем, потому что можно заплутать по этим практикам ограниченным. Ну это чисто такая как бы практика, это чисто... Для чего? Ты пишешь,
Ну вот скажи, для чего? По-честному. Тебя предотвратить от плохих мыслей. То же самое делается наблюдением за умом. Ты видишь. Ну, видишь, оно по-другому идет. Я, Поделай. например, ее не знаю. Поделай. Это наблюдение за умом. У меня просто вышло вот это вот, я слышала человека, то есть он говорил о ней, и я просто-напросто, Понимаешь, если ты говоришь предотвратить себя от плохих мыслей, да? Потому что у нас вот крутится, например, у меня ничего такого нет, это просто пример даже и этого человека, который приводит. Он говорит, например, ты должен банку деньги за, суду ты взял, да, ты постоянно об этом думаешь, и это так плохо, да, что ты должен это дать, а у тебя их нет, и ты очень долго переводишь с быстрой мысли на медленную, и оно осуществляется вот у тебя, ты должен, и ты не можешь отдать, и как-то отдать, то есть ты себя закручиваешь на вот этой вот мысли. Понятно. Поняла. Поделай, если тебе это надо. Ты хочешь в каких-то материальных вещах что-то там получать, я так понимаю, правильно? Да. Поделай. Просто я этим, мне это не интересно, скажем так. Как бы в материальном мире, когда ты знаешь свой источник и знаешь, что все по воле этого, у тебя просто исчезает. Да, и ты просто доверяешься тому, что происходит. У тебя с тобой не может ничего плохого произойти, боясь чего-то. Но к этому ты приходишь, когда ты исследуешь себя, исследуешь свой ум, исследуешь, из чего состоит личность. Как эта личность постоянно, каждое мгновение играет. Да? У тебя автоматически очищается ум от каких-то таких мыслей, которые раньше тебя там могли, не знаю, что-то там такое сделать, что-то. Да? То есть тебе не нужно уже улучшать качество жизни. То есть здесь про что ты говоришь, это немножко заход с задней стороны, да. Хочу улучшить, я говорю заход с главного, у тебя остальное все улучшится автоматически. Но не надо делать это целью. Как только ты сделаешь это целью, это будет уже неправильно. Потому что, почему неправильно? Здесь тоже надо понимать, почему. Потому что мысль все время сидит. Надо научиться их видеть, эти мысли. Научиться, как они друг от друга отталкиваются и формируют новые эти этажи реальности, которые нет. Есть мысль такая, я занимаюсь духовной практикой, познаю себя, чтобы что? Чтобы у меня там в материальном мире что-то изменилось. Не сработает. Потому что эта мысль будет основой сидеть. Вот, будь здоров, истина. Да, ты видишь, можно сделать достичь того, чего ты хочешь. Я не говорю цели, но все цель это... Видишь, ты говоришь, хочу достичь. Я даже не знаю, какая чего цель достичь? у меня. То есть у меня... Я не могу ее сформулировать. Тогда надо тебе понять. Зачем тогда тебе эта практика? Нет, не просто. Будь внимательна. Посмотри, что там, тебя чем ты привлекла. Привлекла тем, что можно запускать хорошие мысли. Так, для чего? Например, даже для своих ближних. Для ближних что именно? То есть все-таки, видишь, ты хочешь чего-то изменить во внешнем мире. Нет, это не изменение. Это что для ближних? Просто, чтобы не... Это не изменение, потому что я понимаю, что любое изменение тоже не очень Так, хорошо. что для ближних? Дотяни, раскрути ее, она же там сидит. Сидит. Ну вот то, чем они занимались, у них все шло во благо. Вот, а сейчас не во благо, типа, да? Ну, например... В какое благо? Подожди. Да, Угу, она подвернула ножку себе, да, и вот она сейчас уже 3 недели, она все равно ее ощущает, что она вот так вот ходит. Ну вот хочется, чтобы без этого было. Поняла? Все болеют. Не бывает, чтобы никто не болел. Понимаешь, у тебя есть какой-то образ этого блага, который ты себе нарисовала, вот как один из таких примеров, который типа будет вот такой прекрасный. Все. Это уже снова ты к чему-то прицепилась. Создала идею, которая может и не быть. А если ее не будет, ты сразу же будешь страдать, если она вдруг не получится. А может и получится, а может и нет. Просто зачем?
это, видишь, у тебя одна методика, здесь другая методика, но цель почти одна и та же. Просто твою методику я еще не я ее услышала, да, и эту вот я сейчас услышала, но я ее не до конца поняла. Смотри, два варианта. Есть множество ограниченных практик, которые тебя оставляют идеи тела, что есть какая-то Ира, вот она сидит такая, да, у Иры есть жизнь определенная, и ей предлагают с этой жизнью что-то поделать. Большинство практик именно на это настроены. Психологические, не психологические, энергетические, все практики, они опираются от идеи образа «я». Образ «я» – это какая-то Ира в теле, естественно, что Ира без тела не существует. Ира есть и это тело, вот оно только это тело. И у этого тела вот все, что вот вокруг него, там, его окружает, все его. И вот здесь предлагают поиграть. Как бы в этом плохого ничего нет. Почему нет, да, если человеку хочется изменить что-то в своей жизни. Я говорю про другое. Я говорю, когда тебе уже это не интересно, эти игрушки, тебе интересно Бога познать. Это другое. Здесь тебе вот просто, смотришь, есть там практики, и все, и не надо тебе, нет интереса. Если есть интерес пока еще, он тебя затянет. В смысле, что-то потянет еще, да, в какие-то действия. Поделать практики ради там что-то там в материальном мире, поизменять, посмотреть, как это работает, интересно, да, оно работает, все прекрасно. Но это тебя оставляет все тем же образом «я», а я говорю про познание твоей истинной природы Бога. Что такое ты? Если к этому еще пока не подошло, значит, все остальное будет интересно. К этому все равно придешь, все к этому приходят. Наигрываются, когда во всякие штуки, в игрушки. Потом понимаешь, что надоело, неинтересно. То сделал, то поделал, и чего? Поделал. Да, я подумаю, а что вообще, откуда все это, я вообще здесь кто? Одну жизнь пожил, другую, третью, там бедный был, нищий был, богатый был, царем был, много жен было, и без жен был, и аскетом был. А потом раз, и кто такой я? Что все время одно и то же повторяется? Зачем? Начинаешь, тогда уже у тебя по-другому все идет. Тебе не интересно, это ты сразу идешь в главное. Изучать. И познание Бога есть, видишь, оно одно, естественно, но разные, то есть к этому идут разными путями. Да, точно. Путей очень много, масса. Самое ближнее к нам это, например, православие. Да? Но кому ближнее? Если у тебя есть, смотри, хотя тоже вариант неплохой. У меня это, я не могу сказать, что это ближнее. Не, мы выросли в этом. Да кто мы? Опять мы. Видишь, как у тебя быстро появляется мы в России. Кто мы? Ты. Я тебе говорю, мне не ближнее. Хорошо. Я тоже в России родилась. Я выросла в Молдавии, да? Меня бабушка водила в церковь даже при коммунизме. Да? То есть там в селах все равно они работали. То есть это ближе к нам, потому что ко мне. Потому что ко мне, всегда говори ко мне. Праздновала Пасху, да, все эти религиозные праздники, которые я понимаю, что это придумано. Да, но там тоже есть Поэтому такие говорю, что глубокие вещи. познание к Богу тоже можно через это пройти. Да, через все что угодно. Серьезно. Это один из. Через религии, любые религии, каждая религия все равно на это указывает. Есть психологи просветленные, которые говорят о вроде как психологии, да, там, но они ведут все равно к источнику возникновения всего. Их немного, но они есть такие люди. Да, может быть, начала заниматься, то есть, на интуитивном, видимо, у меня уровне я убираю их, потому что я понимаю, что они, мне они не помогут. Вот. Ничего не убирай. В смысле, не то, что не убирай. Не иду за ними, вот. Можно так сказать. Вот дорога, я их так. То есть, это интересно, да, посмотрим вокруг. Вот я пойду, просто прекрати описывать. Это получается снова
ладно, я не иду, а еще и я убираю. Такой прям, я убираю, я тут. Осторожно. Да, то можно встать, не отодвигаешь, ничего не делаешь, просто что-то происходит. Встретился человек, пообщались, но как только у тебя возникает сразу же мысленный диалог об этом, все, у тебя появляется сразу описание, я его убираю. Почему? Потому что тут же у тебя оценка нравится, не нравится, хочу, не хочу. Да, ты выберешь в любом случае что-то, действие выберется. Ты однозначно, либо у тебя будет вот съесть мороженое шоколадное или белое, ты какой-нибудь из тебя скажет, одно только съешь. Ты все равно какой-то выберешь. Но прикол в том, чтобы не прилипать при помощи описаний к чему-то. Съела и съела, и все. Когда у тебя вот это прекратится, ты даже не будешь об этом говорить, что у меня это прекратилось. Просто тишина. Да, ты можешь попытаться что-то вытащить из памяти, ну, вытащить и для случая рассказать, но в общем и целом тишина. Для случая, да. Но лично у нее всегда случаи, каждый день, каждую минуту. Мне очень тяжело, я люблю своего мужа, да, то есть у нас с ним ребенок, но мне тяжело вот с ним именно морально, потому что он, вот этот вот телевизор, вот это все прокручивается. Вот это практика для тебя. Это, знаешь, это вот, да, это я понимаю, что это испытание для меня. Иди, прям садишься вместе с ним и смотришь, что он смотрит, и наблюдай свои внутренние ощущения без комментариев. Он даже не смотрит. Пофигу, ты сидишь, смотришь свои чувства. А я эти чувства просто, я не выключаю. Смотри, а ты не выключай, не выключай. А я не люблю, когда сильно. А видишь, я не люблю. Много шума. Посмотри в шум. Я люблю тишину. Прекрасно. Прекрасно. Но ты посмотри в шум, потому что шум, полюби шум, чтобы у тебя вот это все, такие жесткости поуходили. Не цепляйся за только тишину. Будет шум, и ходи, расслабься в этом шуме. А тут же, понимаешь, напряжение, блин, шум, я тишину люблю. Ах, он пришел там, пойду выключу. Не, а ты ходи. А? Война происходит. Да, внутренняя. И ты ходи, расслабься и наблюдай, что происходит при этом внутри тебя. Шум. А что со мной? Да ничего. Ну, шум. Посмотрела на шум. Ерунду какую-то показываю. Села, посмотрела эту ерунду вместе с ним. Посмотри. Не-не-не, посмотри. Вот не говори так. Что там показывает? Пусть всякую дичь показывают. Сиди, смотри. Это практика, серьезно. Это практика, она тебя очищает. Она очищает вот эти жесткости, к которым постоянно мы цепляемся. Ведь тишина — это что же цепляние? То есть это очень хорошая даже практика. Конечно. Не вхождение то, в эту реальность. Просто наблюдай. Да, ты становишься кем-то уже. Не вхождение в проживание. Нет, ты как бы проживаешь, можно описать по-разному. Ты как бы проживаешь, но ты не вовлекаешься и не цепляешься за что-то конкретное. Потому что как только ты... Да, просто наблюдаешь. Но проживать это надо. Смотря, что ты имеешь в виду под проживанием. Ну, в новости, блин, идут вот эти вот, меня прям телепает от них, знаешь. Я не то, что телепает, ой, не могу, я уже привыкла, да, то есть я понимаю, что он без них не может, да, то есть, ладно, пускай будет. И я уже просто, оно как шум там идет, но все равно какое-то, например, естественно, они же там разговаривают, я их слышу, да, ну, в телевизоре я имею в виду. И у меня вот там какие-то два, и я просто удивляюсь, ну как это так может быть? Ну, то есть там кого-то убили, потому что этот человек что-то там в парке встречался со своей там невестой. Надо поделать, надо посмотреть, не описывать, просто сядь и посмотри. Это для практики очень полезно, чтобы ты не зациклилась только на одном хорошем. Видишь, у тебя такая тенденция, все хорошее, все там. Это тоже от Бога. И вот прямо иди. Я помню, был какой-то фильм, ужасный фильм с очень жутким концом, русский. Там мужик какой-то такой, ну, русский. Название не помню. Вот послушай. Он там взял в жены монашку, такой, ну, русский, бабла у него
гора, слепую, и пообещал ей, что зрение ей вернет, если она за него замуж выйдет. Она, естественно, его не видела, там все, святое создание. И да, она согласилась, хотела зрение вернуть, и вышла замуж за него, он и операцию сделал, и там потом жизнь началась полный пипец с этим мужиком, ну там, понимаешь, бабло, деньги, там власть, а она влюбилась в парня, в общем, и в конце он убил этого парня, а в конце она, чтобы, она не могла этого пережить, она себе опять выколола глаза сама. Вот такой был конец прекрасный. Я раньше такие фильмы вообще смотреть не могла, а потом просто одно время специально садилась и смотрела, и наблюдала, что происходит при этом во мне внутри. Безоценочно, нейтрально. И показатель, знаешь, какой показатель? Перестаешь об этом говорить. У тебя проходит день, и у тебя внутри ничего. Ты не говоришь об этом, как я вчера посмотрела фильм, ой, какой ужасный, или, например, другая сторона, ой, я вчера такой фильм ужасный посмотрела, но у меня ничего не осталось. Но в этот момент, ты когда про это говоришь, как раз оно и осталось. Вот эти две чаши весов, и не то не происходит, и не это не происходит. И внутри вообще отсутствие даже картинок. Помню, раньше садишься в медитацию, какую-нибудь ерунду такую посмотришь, жесткую, кровавую, и помню, вот эти даже картины были, прям думаю, ну зачем оно мне, вот это сидишь и видишь. Тут садишься и пустота, потому что в процессе, когда ты в ситуации, ты смотришь себя и не отождествляешься с хорошо или плохо. Да, какие-то могут чувства возникать, но ты их не описываешь как какие-то, просто в них внимательно смотришь, и в этот момент растворяется ум. Что происходит? Ум растворяется. Чувство не имеет значения. Кстати, в негативных чувствах, типа в негативных, которые мы называем негативные, наоборот, может растворение ярче почувствоваться. Потому что когда чувства такие тонкие, возвышенные, они такие слабенькие, не понимаешь, где ничего не. А когда такие чувства мощные, там смотришь, кого-то убивают или еще что-то, у тебя они прям такие сильные. Да, и ты в них прям можешь ярче прочувствовать вот это вот слияние, когда ум растворяется с вот тем, что ощущается. А растворение ума — это что? Это просто исчезают мысли. Есть то, что есть, но ты не описываешь в этот момент, что ты это. И когда у тебя это состояние становится вот таким ровным, раз фильм прошел, только может возникнуть какой-то комментарий, который, о, я фильм посмотрел, и даже вообще и внутри прям так хорошо, спокойно, не зацепился. Все, и в него смотришь, не говоришь этого, не позволяешь уму снова присвоить себе опыт. Потому что неважно, как он о себе скажет. Я посмотрела, мне было плохо, и я посмотрел, и так классно, ничего не осталось. Это одно и то же, это личность. Что хорошая, что плохая, она все время присваивает себе. Вот надо перестать это делать. И тогда реально у тебя будет такое ощущение, что какая-то память исчезла на какой-то момент времени. Но потом все нормально, ты можешь все вспомнить, все сказать, когда нужно. Но ты уже просто знаешь, что ты не цепляешься к этому, ты не приклеен, не отождествлен, нет проблемы. Ну да, будет сегодня громко, и ты сидишь, смотришь в эту громкость. Да, сегодня тихо, и это прекрасно, и все просто происходит в твоем внимании, внутри тебя. Все. Учиться, еще раз учиться. У нас просто еще с ним тоже, знаешь, вот это вот, я учусь тоже, от него, от мужа, то есть не придираться. Вот, я учусь не придираться. Воспринимать как вот есть, да? Как есть. Учусь. И, есть шаги хорошие. Потому что сначала это так. Есть, да, ты можешь для себя в какой-то момент даже пометить, что да, прогресс есть, но не цепляйся к прогрессу. К прогрессу не цепляйся. Не тогда, когда, все равно не когда мы цепляйся. вот встретились, да, начали, все было прекрасно. Почему-то я это начала ощущать года 3 назад, 2, вот прям бесить начала. Вот это вот. Что-то происходит что-то, Бог все время... Изменения во мне, это я понимаю, потому что он такой остался, может он поменялся, но может быть это незаметно, я ощущаю, что это у меня изменения. Бог все время хочет, чтобы ты очистилась, и всякие ситуации, которые происходят, не только для этого. И ты прям это, когда на какой-то момент прям начинаешь ярко видеть, пока ты раз сопротивляешься, 2, 3, потом раз, блин, да что ж такое, что за день сурка? Вот у меня было такое очень много раз. Почему одно и то же? Так, потом раз, можно же этого теперь не делать, чтобы этого одно и то же не было. Зачем я это делаю? Все.
Но не цепляешься к тому, что ты типа как бы сделал, и так, ой, так хорошо, потому что ты тут же создаешь, да, ты тут же новую личность создаешь, снова оплотняешь образ я, снова опять засыпаешь, потому что, еще раз возвращаю, снова и снова, первый импульс, который приходит, который чувствуется как мысль, которая рождает дальнейшие действия, он божественный, он не твой, от него рождается плохое, от него рождается хорошее. Сон там, где мы присваиваем, что это сделал я. Поэтому нет разницы, ты скажешь, плохое сделал я или хорошее сделал я. Это сон, и то сон. Когда ты знаешь, что первый импульс, ну ты его исследуешь, да, ты прям вниманием, опытом проживаешь, у тебя озарение прям такое, блин, а я кто в этом я? Тогда у тебя исчезает вообще, только появляется что-то хорошее себе присвоить. О, я как классно сделал. Хопа, вспомнила. А кто я? А опять какой-то я появился. Все. И раз такая на замок. Это так тяжело. Не говори, не придумывай тяжело. Это тяжело, опять тяжело. Сначала, может, ну, я не отрицаю, что это будет легче. Это может и уйти как бы на нет, этому нужно научиться, но сначала это очень тяжело. Например, тот же торт вот я делаю, да, и у меня такая фигурка красивая получилась. И я, то есть, классно сделала. Нет, все прекрасно, можно наслаждаться этим. Никто не... Как мне надо, Смотри. Например, говорит, ну да, сделала, все, стала туда. Не надо думать, что это какой-то такой, ты становишься серый, такой, не знаю, да, чего. Вот Нет, можно наслаждаться прекрасно, но всегда знать, кому принадлежит наслаждение. Не тебе, это Богу. Страдаешь, знать, что страдание принадлежит не тебе, Богу. Первый импульс, просто вспоминай, первый импульс, изучи его, исследуй этот импульс, который тебя в сон, который заставляет тебя просыпаться, который заставляет что-то делать, мысль появляется, что-то появляется. Исследуй его. Это источник. Мы с самого начала идем. Тогда потом все остальное раскручивается. Потому что отсюда идет, ты понимаешь, у тебя сознание, так меня здесь нет как того, кто это создает. Откуда это? Что это? Такое непонимание или такое странное, может быть, чувство. И сразу у тебя вот это все, что там из этого выходит, как дальнейшие мысли, действия, поступки, оно уже, понимаешь, с другой перспективы смотрится.